Культура – это прежде всего память, которую из поколения в поколение передают лучшие представители народа. Моршалдышуг, уважаемые зрители национального канала. В эфире программа «Культура», и ближайшие полчаса проведу с вами я, Элиза Барахоева. Главные темы выпуска. Децлугдуацди, 23 февраля – трагическая дата в истории ингушского народа. По всей республике проходят памятные мероприятия, скорбят по погибшим и благодарят старшее поколение за то, что они смогли выстоять и проявили силу духа. В ранах, получается. Трещина, которая идет вдоль всей композиции, она окрашена в красный цвет. Это символизирует кровь, да? Это символизирует кровь, боль. Я сделала так, как я чувствовала, по-другому я не могла. Заслуженный деятель искусств Республики Ингушетия, художница Лида Оздоева создала оригинальную работу, посвященную депортации ингушского народа. Няны мот аманса, язык матери, душа народа. В Музее краеведения имени Тугана Мальсагова состоялось открытие выставки, приуроченной к Международному дню родного языка. Мне бабушка моя однажды рассказала, то было 23 февраля. Горела свечка на столе, мерцая, застыла на глазах ее слеза. Отец ваш был тогда еще ребенком, когда везли нас в дальние края. Народный плач в горах отдался эхом, стонала под ногами мать-земля. Децлугдуацди, 23 февраля – трагическая дата в истории ингушского народа. По всей республике проходят памятные мероприятия, скорбят по погибшим и благодарят старшее поколение за то, что они смогли выстоять и проявили силу духа. Многовековая история ингушского народа знает немало горьких страниц, и одна из них – это трагедия 1944 года. День, когда началась самая страшная операция по тотальной депортации ингушского народа. Ежегодно в этот день по всей республике проходят памятные мероприятия. Мемориальный комплекс жертв политических репрессий является главной площадкой для сбора людей в этот день. Памятник в виде башен сооружен в целях сохранения памяти о жертвах тоталитарного режима, а действующий в его стенах музей посвящен пропаганде истории причин и последствий репрессий. Здесь представлены фотопортреты 44 ингушей, которые пережили насильственное переселение и нашли в себе мужество вернуться в родные края. С тех пор прошло много лет. На поверхности земли мы не найдем следов изгнания. Они спрятаны глубоко в душах этих людей. Всматриваясь в их глаза, ощущаешь боль и скорбь. В целях увековечения памяти жертв репрессий был сооружен вообще наш мемориальный комплекс, открытие которого состоялось 23 февраля 1997 года, к очередной годовщине депортации. И этот зал у нас называется «Так это было», и он полностью посвящен депортации. Здесь представлены работы наших художников, которые поэтапно показали события 1944 года, которые передают скорбь и переживания этих событий. Также помимо них у нас представлены на витринах личные дела, анкеты спецпереселенцев, фотографии, личные вещи, и которые тоже передают своим образом те самые события и дают нам возможность ощутить эту саму депортацию 1944 года. Посетители бывают круглый год, но именно в этот период, накануне этой даты, поток увеличивается. В основном это образовательные учреждения, ну и также и помимо туристы, которые интересуются и посещают именно эту выставку. Мемориальный комплекс жертвам репрессий – это то место, где наше подрастающее поколение может отдать дань памяти героическим предкам. Назими оазишься, а думаешь, дел ходишь, да и Бог, да глахаш, куда им цехехадишь, а зачеширашка, да и мягко бахаш, главец мягко да, бабая, еще. Здесь ребята погружаются в атмосферу той страшной трагедии, и благодаря этому у них формируется представление о том, какой подвиг совершили люди, сумевшие выжить, выстоять и подарить нам сегодняшний день. Ведь если бы не их денал, как говорят на родном языке, то нас с вами не было бы. И нация могла попросту исчезнуть, ассимилировать, раствориться. Наше старшее поколение смогло сохранить уникальность культуры и ингушских традиций, даже пройдя это тяжелое испытание. Радует тот факт, что благодаря различным патриотическим мероприятиям, проходящим в регионе в эти дни, дети это понимают и ценят.
إزري إسبا شوست قدي أغشرة شاكو ربيتر أقوال شدينا غير شدينا دي سعدالتش وميخك بالبير Oytte şuradi ahtalarız azıp. Malakçı dişarçı duçulurdu ve halqadı qaçar ve diyaş nonoşlayınır. Sense dusturdu ve tarbalgı ayxaxi. Digaştıqın çoğunış. İtti şuradi ixadali yuxu xınır qeyti diğert ve hanı elçi ve nasxıtı dişloy mogitir daht iyaçt iheno. Silxini yaçç qamın qani xokat. В свою очередь, в Государственном музее изобразительных искусств Республики Ингушетия представлена выставка «Депортация ингушского народа». Более 20 работ профессиональных художников посвящены пострадавшим в суровые годы высылки. Через свои произведения авторы призывают чтить память о трагических событиях прошлого ради счастливого будущего ингушского народа. Особенно важно, чтобы об этом знало и помнило наше подрастающее поколение. Ну, теперь давайте посмотрим мы с вами на одну из картин, которая посвящена именно той дате, которую вы захотели сегодня услышать. Это депортация 1944 года. А она отражает в широком таком плане, это, естественно, Великая Отечественная война, наверное, да? У вас будет история в 5, в 6 и в других классах. Но автор данного живописного полотна Сагов Багаудин Шарпудинович. Он пишет нам, каким образом и как шло выселение. И он отражает историческую, документальную, ну, так скажем, архивный материал города Назрань. Это один из самых первых городов нашей республики. Вот как шел процесс депортации. Вы видите, умерший человек лежит на снегу. Это снег. И в этом отношении две женщины или некоторые сидят на колене и выражают свою боль, да, свою грусть тем, что человек умер, и они ничего ему сделать не могут, помочь ему. Может быть, он бы и остался живой, если была бы скорая помощь, если можно было бы оказать ему какие-то медицинские услуги. И в этом отношении другая женщина тоже сидит на коленях, и она очень легко одета, если вы обратили внимание, да? Смотрите, что на верхнюю одежду, у нее только один платок, а девушка, ну, чуть-чуть, может быть, старше, как ты, стоит, и слезы просто катятся у нее по щекам. Но она не кричит навзрыд, она просто понимает, что этот человек умер, и они ничем помочь ему что не могут. Картины, представленные на выставке, отражают различные аспекты трагедии. Здесь и опустевшие родные аулы, и бесконечные дороги в неизвестность, и лица, полные скорби и надежды. В работах мастеров декоративно-прикладного искусства нашли отражение элементы национальной культуры, помогающие сохранить связь с утраченной родиной. Одна из таких работ принадлежит заслуженному деятелю искусств Республики Ингушетия, художнице Лидии Оздоевой. Мы пригласили ее к нам в студию. Здравствуйте, Лидия. Здравствуйте. Ваша работа очень оригинальная, и в ней прослеживается очень много глубины, какого-то тайного смысла. Прежде чем вот я свою версию озвучу, расскажите, что вы хотели передать этим самым и историю, вот как возникла идея? Дело в том, что наша замечательная художница Индира Ильясова предложила мне участвовать в выставке к 80-летию Победы. Вот. И было решено сделать композицию. В композиции я почувствовала, что нам нужно окно. Я смастерила окно, застарила его, то есть это из материала пенопласт. И у нас должны были на столе находиться медали, письма, вот, потому что ощущение того, что ждали с фронта. То есть изначально вы работали... 80-летие Победы, да. А мне прям просилось то, что вот параллельно должно быть, я чувствовала, что нужна другая сторона. Мне хотелось показать, что чувствовал наш народ, а без этого никак. И я сделала эту башню. Не смогли не коснуться темы депортации? Не смогла пройти мимо. Почему такая? Да, она у нас обрубленная в ранах. Получается. Трещина, которая идет вдоль всей композиции, она окрашена в красный цвет. Это символизирует кровь, да? Это символизирует кровь, боль моего народа, который
до сих пор кровоточит. Я сделала так, как я чувствовала, по-другому я не могла. Вот. Конечно, к этой композиции у нас еще должно было быть продолжение, но так получилось, что эту работу увидела наша Люба Тумгоева, Директор музея. директор музея, да. И она захотела, чтобы эта башня как раз, поскольку проходит выставка, посвященную депортации ингушского народа, решили, что эта башня как никогда как раз символизирует эту трагедию. Решили Вот. выставить, да? Решили выставить, она сейчас находится в музее. Мгм. А дорабатывать будете или все-таки оставите теперь именно в таком состоянии? Вы знаете, когда мы будем композицию делать, там будут дополнения, то есть все секреты не буду раскрывать, потому что такая тема. Но параллельно еще собираюсь, то есть я сейчас работаю над портретом Мурада Оздоева, летчика. Вот. И почему он? Потому что он часто к нам в гости приходил, когда я маленькая была, к отцу. Вы даже его помните, да? Да, я его помню. Я вам такую историю расскажу. Я совсем девчонка была, и все время на дереве сидела, груши любила. Так вот, а он у нас во дворе с отцом сидел и рассказывал о своих подвигах, о каких-то историях. И знаете как, мне казалось, что это из области фантастики, потому что он был такой маленький, миниатюрный. И вот такие вещи, о которых он говорил, и вот человек, которого я вижу, это просто была фантастика для меня. То есть вот так вот. Поэтому эта история именно не потому, что он Оздоев, а потому что это вот ветеран, которого я помню лично. И то, что вы слышали непосредственно. Это то, что я слышала. Потом, после того, как он уходил, я разговаривала об этом со своим отцом. У меня отец был взрослый. То есть, как-то так, одним словом. Мгм. А еще говорят, что дети не запоминают и не слушают взрослые разговоры, да? То есть это тот случай, когда они пошли на пользу. Вы знаете, всегда любила стариков слушать, всегда любила с бабушкой пообщаться. Поэтому тема о выселении это очень близко, потому что это коснулось, в принципе, всех. И каждая история, она осталась где-то глубоко, и это очень больно. Просто удивительно, что происходит в мыслях у ребенка, да, который слышит подобные истории, и вот спустя много лет уже воплощает это в творчестве. Настолько вот неизгладимый след, впечатление, да, от этих рассказов, получается. Вы несли это всю свою жизнь, все взросление. Это правда, Элиза. Лидия, а правда, что когда художник выражает свою боль в творчестве, она как бы становится чуточку меньше, ему становится легче? Мы же выражаем свое состояние, свое чувство. По крайней мере, чуть-чуть, согласна, чуть-чуть легче, то есть потому что я могу это высказать, я могу это высказать в своих работах. А то, что ребенок, он не понимает и не чувствует, это неправда. Вот всегда чувствовала, всегда понимала, о чем болит душа моего народа. Несмотря на то, что я выросла, то есть во 2 классе я уже была в Ингушетии, до этого в Казахстане. Поэтому, знаете как, Казахстан для меня родина, это правда. И, соответственно, а вот Ингушетия, мне казалось, я долго буду привыкать. Но нет, я в другом месте себя не вижу, не чувствую. Поэтому все, что касается моего народа, если мы говорим о изображении этой башни, вот эта рана, которую она источает, что где я ее могла, что я могла показать? Только вот сердце наше, Ингушетия, то есть это Ингушетия, горная Ингушетия, и вот эта башня символизирует боль моего народа. А окно в данном случае? А окно, оно так и осталось, понимаете? Мы же композицию делали, параллель, вот к 80-летию Победы мы готовились к выставке, а по-другому я не могу видеть. То есть вы связали все-таки? Победу и вот война, победа. Тот вклад, который внесли наши предки? Да, оставить в стороне вот эту боль я не смогла. Мне нужно было показать, что эти 2 темы – победа, война и выселение моего народа, то есть это одна тема.
Неразрывно связаны. Неразрывно связаны, да. Здесь подчеркивается та самая несправедливость тоталитарного режима, когда наши отцы, наши мужчины воевали за победу и в то же время были очень несправедливо высланы. Это правда, потому что, знаете как, я в своем доме, то есть я помню слезы своей бабушки, когда она рассказывала об этом. И вы знаете, она у нас позитивная была, такая всесторонняя, но когда разговор касался этой темы, для нее это было, знаете как, вернуться в то время, это большая боль. Поэтому не коснуться этой темы, просто акцентировать свое внимание на победу я не смогла. Получается так. А над чем работаете сейчас? Сейчас я работаю над портретом Мурада Оздоева, портрет в графике, и решила все-таки воспроизвести макет его самолета. До самолета еще не добралась, я надеюсь, у меня все получится, вот, но сейчас портрет, да. А можно, забегая немножечко вперед, уточнить, вы работаете в основном с рыбьей кожей. Это просто шедевральный, на мой взгляд, полотна, которые вот ты смотришь, и тебе кажется, что эта картина написана красками. Когда ты подходишь, ты видишь, что каждый стишок – это отдельная частичка рыбьей кожи, и как вот это все чудо происходит, как вам это удается, для меня это загадка. Макет будет в рыбьей коже или это нечто другое? Нет, макет будет из материала пенопласт. Пенопласт именно. Пенопласт. Мы привыкли слышать пенопласт, это нечто другое. Пенопласт – это утепляющий материал. То есть, даже так? Да. То есть он не предназначен для творчества? Нет. И вы его адаптировали? Да, я более того, дома во дворе у себя башню построила из этого материала. Потом уже решила все-таки эту композицию из этого материала сделать. С ним легко работать. Вот. Как интересно, очень неожиданно, кстати. Удачи вам, как говорят на Востоке, здоровья вашим рукам. Спасибо вам за ваше творчество. Всего вам самого доброго. Благодарю. Всего доброго. Няны мот камынсы. Язык матери, душа народа. В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова состоялось открытие выставки, приуроченной к Международному дню родного языка. Подробности в материале. Мероприятие направлено на пропаганду ингушского языка и литературы, знакомство посетителей с творчеством ингушских писателей, а также на изучение прошлого, представления настоящего и взгляда в будущее. В рамках декады ингушского языка и литературы, которая традиционно проходит с 16 по 25 февраля, музей проводит экскурсии и выставки на родном языке, что позволяет лучше изучить культурное наследие нашего народа. На выставке представлены книги таких известных писателей, как известных писателей прошлого: Хаджибекира Муталиева, Идриса Базоркина, Бокова Ахмеда, Асмиева Хамзата. Произведение «Дешиш халч моллах цараман вегалга юазун хучу язде хаица деш халче». Цатетра жучк абула цитра цуху дешаш аяз деш ханчулты хах тахн веймехта якир дадян дук дешаш хул так از محت تباليت قصة تيوازن خوش بيج بالخ جال وارخ ميخت سون هن يعني شفت حق تيوازن خوش بالخ شكولش حيخر خوش بيج بالخ تصغر تبيرش تا درجنا نش بيج بالخ هن يعني شفت حق از هنزيوتش محتيجش از محت شعر بوتش خلي از محت حلق باخ خلي از محت بوبات يعني خيتسون اش произведение софа алёлар از محت تعتبويترا از محت باش برا وي شرج زامنش ليلي عيان حمي تصرش قميتيلا بوش خنش قاч تصرش دقحم كوردو романش حماج вейдиш خالش. Я очень часто посещаю такие мероприятия, выставки. Сегодня тоже посетила. Я думаю, они очень важны для нас, чтобы сохранить ингушский язык, традиции, истории, культуры ингушского народа. Мне бы хотелось, чтобы наше подрастающее поколение посещало такие выставки, мероприятия, чтобы сохранить наш язык. На выставке присутствовали почетные гости, среди которых представители Министерства культуры, Министерства образования, ученые, политики, общественные деятели и школьники. Алгой мехтал хеха дордас, алгой мехтал фельпш дулчанани, алгой мехтал дунин техкар ас, дунин морзо цунцер безм хейтеш, суколама мураж адок, няна мехтал яжа сейбейтеш,
На выставке представлены уникальные экспонаты, книги ингушских авторов, литературные журналы, статьи, посвященные языку и литературе. Посетители могут ознакомиться с творчеством ингушских писателей, увидеть обложки первых букварей, изданных в 1928, 29 и 38 годах. Особое внимание привлекают фотографии писателей, которые позволяют лучше понять их вклад в развитие ингушской культуры. Министерство духовного житта веймот динбар дехе знахо хасван бахтан дехе диша хошке з духового бар дехе о вейгеше министерство за ваша якате паре яхже ошадаха гюр гирштеке же сочинение же диша хоже гюр нянята از تک پاره کنکورسجی سعی کشک اشکالش که داخل گیوزیو. اشت اخشره وی دیشر کنیش کجه چهار چیی لاش کلاس رو کیش کجه فیدرانی پیرچین لاش کلاس گیوزی تا دست پیگیر لاکش. هنده لاچک دالوجی داریا بلی خط واچی مارکت مسکرده دکتر اشت لاچک دالوجی وی اشت کنیش کجه فیدرانی پیرچین چی وی محت وی تمام محت خوبوش. Международный день родного языка – это еще одно напоминание о ценности языкового разнообразия. В мире насчитывается около 6000 языков, каждый из которых является уникальным инструментом отражения национальной культуры, сохранения духовного и материального наследия. Язык формирует сознание человека, помогает лучше познать культуру своего народа и других наций. Родной язык – это дар, который передается из поколения в поколение, и его сохранение является нашей общей задачей. В Ингушетии с 2010 года ежегодно проводится декада ингушского языка и литературы, которая способствует сохранению и развитию родного языка, совершенствованию культуры речи, формированию духовной культуры и интереса молодежи к творчеству поэтов и писателей. Это важное мероприятие направлено на развитие ингушского языка как государственного языка республики, распространение и приумножение традиций духовной культуры нашего народа. Современное общество Муальви эрсимехто цинк хаджа сакайте вкусу тахндахе чбиршо ил эрсимехто луахван эрсимехто гудхон тайван же эрсимехто учится халт ирбян бали тахндеш болха са корт болшку бахт эрфет сунна хсена тцамадем цбол хабул цбо цагар болха тахмасниха дерс нян бехпе нян цмцде дерик хахтер шнян ждукалюха биру нян цях. Проведение таких мероприятий, как выставка в Музее краеведения, имеет огромное значение для возрождения лучших традиций и духовной культуры ингушского народа. Они способствуют пропаганде, развитию и изучению ингушского языка и литературы, прививают любовь к родному языку и литературе. Выставка продлится до 25 февраля текущего года. Музей краеведения приглашает всех желающих познакомиться с богатым культурным наследием ингушского народа, увидеть уникальные экспонаты и узнать больше о своих корнях. Сохраняя язык, мы сохраняем свою историю, культуру и идентичность. Родной язык – это не только наше прошлое, но и будущее, которое мы должны бережно передать следующим поколениям. На этом наш выпуск подошел к концу. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!